На моей памяти это первое крупное мероприятие, посвященное узкой теме развития именно общественного телерадиовещания в конкретном регионе. И хотя в конкретном регионе только один общественный вещатель, это общественный вещатель Кыргызстана, тем не менее пример и дискуссия, которая здесь планируется, чрезвычайно важна для того, чтобы выяснить, насколько, во-первых, этот пример местный отличается от примеров в других странах, и если отличается, то в лучшую либо в худшую сторону, и каким образом этот пример может быть использован в соседних государствах. We will discuss here today and tomorrow can help to re-establish stronger bonds and reconnect the national audiences by funding and reporting that is only accountable to the public. Этот процесс очень тяжелый, сложный, реализовать именно общественное телевидение. Мы делаем свои, уже не первые шаги на этом сложном, тернистом пути. И я думаю, что все-таки можно уже так де-факто признать, что оно существует уже, общественное телевидение. Вопрос в том, чтобы оно развивалось. Потому что сделать предстоит еще очень много. Мы сделаем только самые-самые первые, самые такие, как младенец начинает ходить, мы учимся ходить. Этот круглый стол объединил представителей, прежде всего, разных, стейкхолдеров, разных групп интересов. То есть здесь присутствуют и чиновники, представители государственной власти, члены наблюдательного совета, международные эксперты, экспертное сообщество, наши гражданские активисты и СМИ. То есть в таком формате, я думаю, как раз и нужно обсуждать вопросы общественного телевидения, поскольку они касаются абсолютно всех и каждого. Конечно, очень много проблем. Это проблемы связаны с нормативно-правовыми актами. Мы сейчас работаем над этой проблемой. Мы с помощью Интерньюз провели 4 разные аудита. Это финансовый аудит, это управленческий аудит, это технический аудит, это контент-анализ. Да? И по результатам управленческого аудита нам было зарекомендовано изменить некоторые нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность ОТРК. Важно иметь обмен опытом, особенно позитивным опытом. Проблемы-то очень параллельные и совместные. Я думаю, конечно, каждая страна на своем уровне развития, но это не означает, что проблемы разные. В принципе, проблемы те же самые, и поэтому очень интересно услышать, увидеть, какие
имеются решения. В этом пространстве, я знаю, Центральной Азии, это Кыргызстан только первая страна, которой они начали это общественное вещание. Я вижу тоже вот представителей из других стран Центральной Азии, чтобы они изучили опыт кыргызского и еще кыргызского это общественного вещания, и еще опыты других стран, где тоже общественное вещание как-то успешно расцветает. У нас сам народ кыргызский, у него натура, ментальность такая, она как бы склонна вот к некой общинности, общественности. У нас очень развитое гражданское общество. И именно потому, что вот такое общество у нас очень сильное, развитое, продвинутое, я думаю, оно будет будоражить все время, и оно не даст ОТРК покоя, надеюсь на это. И это будет способствовать тому, что ОТРК станет реально общественным телевидением.